Президент республики Аслан Бжаня встретил гостей со словами: «Вы для нас очень дорогие и близкие люди». Это особенный день. Я имею честь впервые вас здесь приветствовать и по такому очень значимому поводу. Поэтому еще раз хочу вам сказать: добро пожаловать. Спасибо, что вы есть. Вы для нас очень дорогие и близкие люди. Мы гордимся, что в вашем лице мы имеем настоящих братьев. Это настроение не только мое, это настроение всех жителей Абхазии. Аслан Бжаня особо подчеркнул роль добровольцев из Северного Кавказа, с чьей помощью наши бойцы приближались к победе еще увереннее, ощущая братское плечо и силу. Гости, в свою очередь, поздравили главу Абхазии с 30-летием со дня завоевания свободы. Действительно, 30 лет назад, сейчас все вспоминали, вот ехали в машине, это были такие судьбоносные решения народа Абхазии, которые поддержала Российская Федерация, народы, живущие в России, наши соплеменники того времени. И мы гордимся, что сегодня Республика Абхазия мирно развивается, движется вперед. В экономике у каждого из наших регионов происходит преобразование сегодня. Есть развитие. И нам надо это расширять, нам надо двигаться, чтобы мультипликативный эффект все-таки чувствовали население Республики Абхазия, Республики Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, да и многих других регионов Российской Федерации. В эти дни, значимые дни для всех жителей Абхазии, для наших республик, мы специально приехали, чтобы разделить вместе с вами эти торжества. Главы республик говорили и о том, насколько сильно изменился облик республики. Мы гордимся, что сегодня Абхазия развивается, движется вперед, отметил руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Он добавил, что намерение всегда быть рядом и поддерживать в любой ситуации остается неизменным. Историческая общность, братские взаимоотношения, они всегда связывали нас. Мы, конечно же, все сделаем для того, чтобы эти братские отношения дальше пронести, как вы сказали, передать будущим поколениям. По части тех событий, которые произошли 30 лет назад, мы все понимаем, что мужество, которое проявлено было именно абхазским народом, защитить свои свободы, оно не переоценить этого. И мы с огромным уважением относимся к народу, который ценой своей жизни отстоял свои свободы. Да, народы Кабардино-Балкарии наряду с другими республиками, субъектами российского государства встали рядом тогда. Но еще раз говорю, в основе было это мужество этого народа. Я одно хочу пожелать, чтобы мир, процветание царили на этой благодатной земле. И мы, конечно же, будем в рамках своих полномочий двигаться вместе по развитию экономических взаимоотношений, чтобы для обоих субъектов это было интересно, и мы готовы для дальнейшего сотрудничества. Председатель парламента Карачаево-Черкесской республики Александр Иванов передал Аслану Бжане поздравления от имени главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Тимрязова. Вы знаете, что у Карачаево-Черкесии и Абхазии особые отношения, они ближе, чем дружеские. Это действительно братские народы, которые проживают на наших землях. И абазины, которые сегодня достойно представляют в Карачаево-Черкесии свой народ, они, в том числе даже наши депутаты, есть, которые воевали рядом, бок о бок с вами за вашу государственность, за вашу свободу. Мы присоединяемся к самым добрым, теплым словам, которые сказали наши уважаемые главы Адыгеи, Кабардино-Балкарии. Сегодня Мурат Нухович, глава администрации, в составе нашей делегации. Мы обязательно
будем развивать наши отношения. В ознаменование 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии Аслан Бжания наградил медалью за победу руководителя администрации главы и правительства Карачаево-Черкесской республики Мурата Озова за выдающиеся заслуги в общественно-политической деятельности и личный вклад в укрепление всестороннего сотрудничества и дружбы между народами Карачаево-Черкесской республики и Республики Абхазия. И в связи с 30-летием Дня Победы и независимости Абхазии Аслан Бжания был удостоен ордена за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Асида Малия, Фатима Гирги, Раму Камки, Абхазское телевидение.